Русские националисты пытались присоединить территории Казахстана, узнай как. В 1994 году около 10 тысяч человек вышли на митинг в Усть-Каменогорске, организованный местным обществом славянской культуры, с требованием создать русскую автономию в Восточном Казахстане, придать русскому языку статус государственного языка и ввести двойное гражданство. Косвенной реакцией на это стал президентский указ о мерах по упорядочению деятельности свободных экономических зон, в котором было отменено постановление о создании Восточно-Казахстанской и прочих свободных экономических зон. Это упразднило экономическую почву для проявления сепаратизма. В этот период со стороны отдельных представителей казачества прозвучали заявления о готовности применить силу. Выступления активистов казачьего движения в ноябре-декабре 1994 года обострили ситуацию в Алма-Ате и Восточном Казахстане. В декабре того же года была приостановлена деятельность Общества содействия казакам Семиречья. Обострение отношения казаков с казахстанскими властями в конечном счете привело к аресту атамана семиреченских казаков Николая Гункина осенью 1995 года. Потом все понемногу успокоилось до ноября 1999 года, когда Комитет национальной безопасности КНБ Казахстана задержал в Усть-Каменогорске членов группировки «Русь», членами которой были бывшие военные, участники конфликтов в Приднестровье, Чечне и Таджикистане. Как утверждали казахстанские чекисты, они планировали захват власти и отторжение Восточного Казахстана. Все заговорщики во главе с Виктором Пугачевым, по документам гражданином РФ Виктором Казимирчуком, были приговорены к длительным срокам заключения. Руководство русской общины Казахстана открестилось от Руси, утверждая, что лидер организации и некоторые ее члены – психически ненормальные люди.